люди, я создал вас от одного мужчины и одной женщины и сделал вас народами и племенами для того, чтобы вы познавали друг друга. Коран, 49, аят 13. Мой край родной, здесь что ни горсть земли, то прах героев, павших за отчизну. Сюда веками орды смерть несли, здесь кровь лилась рекой во имя жизни. Топтали нивы кони степняков, они менялись, скифы, савроматы, и снова, принимая зов отцов, вставали в бой сыны в железных латах. Века неслись, как всадник на коне, неся невзгоды на поля войнахов, и снова звоны тяжкие мечей, и ужас плена, голода и страха. Немало вынес на плечах война, но жить хозяином земли родной остался, не потому, что прятался в горах, а в бой за эти горы он бросался. Я верю, этот день придет, и люди истину познают, глаголие силу обретет, уверен, мир о нас узнает. سقط وحوزرا أدمي كلمة طلب وارسلت عوزرا بينك وادر مددت وغلات تداخل بينك وادر مددت يغلات تداخل مددت وغلات تداخل بينك ورد مددت يغلات تداخل. Ингуши очень древний народ с великим и славным прошлым. В древние времена наш народ носил различные названия, и сегодня имя ингуш, а, скажем, в 13-14 веках проезжающие путешественники именовали нас аланами. Еще ранее могли именовать или именовали гелами, халибами, халдами и различными другими названиями. Ингушский язык специалисты относят к иберо-кавказской языковой семье. Кроме того, при раскопках мы находим предметы древней старины, это предметы кабанской культуры, которые поражают и сегодня своим изяществом, своими формами, своей красотой. Об ингушах писали многие исследователи. Например, грузинский царевич Вахушти, опираясь на письменные источники древней грузинской истории, пишет о прямом происхождении ингушей от библейского Ноя. И вот он пишет там, что Ной родил Яфета, Яфет Аванана, Аванан Таша, а Таш родил Каргамоса, и у него было 8 сыновей. От одного из братьев Кавказа произошел Зурзук. Вот. А Зурзук это является легендарным предком ингушей. За несколько веков до нашествия монголов
На территории Центрального Кавказа существовало аланское государство, распространявшее свое влияние от Кубани до реки Аргун. Вот с приходом татаро-монгол Тимура, после этих походов, название Алан перестает существовать. В конце XIV века Северный Кавказ подвергся опустошительному походу среднеазиатского завоевателя Тимура Хромова. Он прошелся по всему Северному Кавказу, с запада на восток, сжигая и уничтожая все на своем пути. Под натиском полчищ Тимура ингуши в очередной раз вынуждены были уйти в горы. Малодоступные горы служили естественной крепостью. Для защиты от иноземных и внутренних врагов ингуши строили оборонительные башни. Что касается вот башен, наших древних башен, они возникли не на голом месте. Им предшествовали циклопические строения, замки. И когда эти замки и циклопические строения не могли спасти народ от нашествия таких орд, как монголы, там, после нашествия Тимура Хромова, тогда наши предки пришли, значит, к этой боевой башне. Боевая башня обеспечивала оборону малым количеством населения. Какое бы ни было нашествие, они ничего по тем временам не могли сделать, потому что каменная башня имела вход только на втором этаже, и тот вход закрывался каменной глыбой, и они были по тем временам неуязвимы. Можно смело сказать, что изобретение такой боевой башни сохранило народ в истории. Всякий, кто попадает в горную Ингушетию, будет восхищен грандиозными и эффектными видами окружающих его гор. Самое большое впечатление производит не природа, а разбросанные на выступах гор аулы с вознесшимися к небу боевыми башнями. Многие, не знающие жизнь горцев, задаются вопросом, зачем же башенные комплексы нужно было строить на вершинах скал? Ответ прост. Беречь пригодные для обработки земельные участки и ради безопасности. Для горцев самым трудным вопросом было малоземелье. Профессор Кватрот, в свое время посетивший горную Ингушетию, писал, цена земли здесь настолько велика, что за несколько квадратных саженей уплачивать 100-160 овец. Существовала даже поговорка, что земля стоит животного, который может на ней уместиться. Поэтому для поселения выбирали крутизны и гребни скал, менее доступные для нападения врагов. Другим важнейшим условием для выбора места поселения являлось наличие источника воды. Я помню, приехали профессора из Москвы, говорят, а где вода? Когда я показал воду, они ахнули. Значит, от башни до источника шел подземный арочный свод, и они любое время, в любую осаду могли брать воду беспрепятственно, то есть враги не знали, откуда они берут воду. Из всех сооружений особой тщательности и искусства требовала постройка боевых башен. Роль фундамента при их строительстве обычно выполняло каменное основание скалы. Существовало много способов определения пригодности почвы. Перед строительством башни землю поливали молоком. Если оно не просачивалось, то почва для фундамента считалась достаточно крепкой. Если же молоко просачивалось, землю рыли еще глубже. Первые ряды камней обогряли кровью жертвенного барана. Обработка камней и кладка боевых башен производилась тщательнее, нежели кладка жилых. Главная цель мастера была прочность возводимых стен. Строительство башни должно было продолжаться не более года. В противном случае башня так и оставалась недостроенной, что было крайне недопустимо, так как в этом случае род признавался слабым.